Добрый день, дорогие горожане и жители нашей республики. Общественное движение «Трезвая Якутия» продолжает цикл уроков трезвости по психолого-педагогическому методу советского ученого Шичко Геннадия Андреевича. И сегодня третье занятие веду я, Савина Анастасия Дмитриевна, кандидат медицинских наук, врач-диетолог Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, общественный лектор, член общественного движения «Трезвая Якутия». Две предыдущие наши уроки уже вышли и размещены на канале НВК Саха в Рутубе. Это от 30 октября и от 6 ноября. Вы можете там их посмотреть. И давайте мы вспомним, о чем же мы говорили на предыдущих уроках. На первом уроке наш соратник, комиссара Валентина Иннокентьевна, рассказала о советском ученом Шичко Геннадии Андреевиче и ответила на вопрос, почему же люди употребляют алкоголь. И в основе этого лежит социальное программирование человека с раннего возраста, причем на употребление психоактивных веществ, алкоголя или табака. И на втором занятии мы как раз развенчивали миф или самый большой обман о том, что алкоголь является пищевым продуктом. Привели научные доказательства того, что алкоголь или этиловый спирт или этанол является сильнодействующим, наркотическим, то есть вызывающим зависимость физическую или психическую, нейротропным, то есть действующим на нервную систему, протоплазматическим, который воздействует на клетки ядом, и никакой безопасной дозы этого яда не существует. И давайте мы проверим домашнее задание, которое, было на прошлом занятии. Был вопрос. Многие во время застолья поднимают тост за здоровье. Действительно ли алкоголь укрепляет и сохраняет здоровье? Надеюсь, что люди, которые прослушали наши 2 урока предыдущие, ответили правильно, что алкоголь не является пищевым продуктом, что он является сильнодействующим ядом и приносит только вред нашему организму. И сегодня мы как раз разберем природу алкогольного отравления и вред, который он наносит нашему организму. Слайд номер 2, пожалуйста. Алкоголь является сильнейшим клеточным ядом. Он повреждает любую клетку нашего организма, то есть любые ткани и органы нашей системы. И поэтому повреждаются не только клетки головного мозга, так как алкоголь является нейротропным ядом, но повреждаются и сердечно-сосудистая система, и органы пищеварения, печень, репродуктивная система, и практически другие органы и системы тоже. Алкоголь сам по себе в быту является очень, в общем-то, нужным изделием. Его широко применяют как топливо в фармацевтической промышленности, также в производстве косметики. И мы знаем, что в быту этиловый спирт является очень хорошим растворителем, особенно жиров, и мы обезжириваем поверхности. И вот алкоголь, поступая в организм, он начинает растворять вот именно липидную оболочку любой клеточки, тем самым ее повреждая. Тем самым повреждаются практически все органы и системы, и появляются различные заболевания.
Впрочем, болезни могут быть самыми неожиданными, ведь алкоголь, он является универсальным. Слайд 3, пожалуйста. Дело в том, что при поступлении в кровь алкоголь, как я уже отметила, начинает растворять вот эту липидную оболочку эритроцитов. Это красных кровяных телец, которые несут в себе кислород от легких к тканям, и от ткани забирают углекислый газ, отработанный продукт, и выводят через легкие. Это эритроциты, это переносчики кислорода и углекислого газа. И вот, когда алкоголь, этиловый спирт начинает повреждать оболочку их, они теряют свой отрицательный заряд, который не позволяет им слипаться, образовывать сгустки или тромбы. И вот эти тромбы, микротромбы, начинают закупоривать сначала самые мелкие сосуды. Мы их называем капиллярами. Мелкие сосуды питают каждую клеточку нашего организма. И когда вот такой сосуд, капилляр, повреждается, закупоривается вот этим микротромбом, то питание клеток всего организма, в первую очередь клеток головного мозга, нарушается, и они гибнут. Под давлением крови в том месте, где возник тромбоз сосуда, то есть закупорка сосуда, стенка расширяется сосуда и образуются так называемые микроаневризмы. И при повышении артериального кровяного давления эти растянувшаяся стенка аневризмы может лопнуть, да, и получаем микроинсульт. Это такое повреждение тканей мозга. Клетки и ткани погибают. Поэтому, четвертый слайд, пожалуйста. Поэтому алкоголь, поступая в наш организм, повреждает всегда две мишени. Независимо, какой крепости алкогольный раствор, независимо, какая доза алкоголя была принята внутрь, повреждаются две мишени. Первое – это наш головной мозг. Как уже объяснила, появляются микроинсульты, да, повреждаются ткани головного мозга. И когда идет такое систематическое потребление алкоголя, а мы уже знаем, что алкоголь сначала вызывает возбуждение, а потом торможение нервной системы или его паралич, который длится от 3 недель до 3 месяцев, то вот систематическое потребление, это прием алкоголя внутрь более 2 раз в месяц, в любой дозе, заметьте, приводит к повреждению нейронов. И когда нейроны повреждаются, а природа не терпит пустоты, в том месте, где погибли клетки, там головной мозг начинает замещать погибшие клетки соединительной тканью. Образуются такие микрорубцы, которые, в общем-то, не питают головной мозг и которые стягивают. И получается, что при систематическом потреблении уже через несколько лет мы можем видеть вот такой сморщенный мозг, потому что произошла атрофия мозгового вещества. Так, 5-й слайд, пожалуйста. И вот когда человек употребляет алкоголь не по назначению, да, а внутрь,
внутрь. Многим знакома, наверное, такая ситуация. Да, и есть такое ложное убеждение, что алкоголь надо принимать для того, чтобы повысить настроение, особенно на праздниках, когда встречаются с друзьями, когда отмечают какое-то важное событие в жизни, надо себе поднять настроение с помощью алкоголя. И возникает вот такая эйфория, да, веселость, дурашливость. А ведь это не что иное, как кислородное голодание нашего мозга. То есть клетки гибнут, питание клеток головного мозга прекращается, клетки гибнут, и гибнут ткани головного мозга от кислородного голодания, и это проявляется сначала именно вот этой эйфорией, вот этим приподнятым настроением. И вот представьте себе, человек сидит веселый, и в это время, и вот эту веселость, вот это поднятие настроения он получает из-за того, что вызвал у себя вот тромбозы сосудов головного мозга, вызвал микроинсульты в головном мозге. Вот что значит эйфория. Следующее состояние, которое возникает уже на утро, это такой похмельный синдром, когда голова трещит от боли, да, когда нападает жажда. Это тоже не что иное, как защитный механизм нашего организма. Погибшие клетки головного мозга надо вымыть, надо их отторгнуть, и поэтому в головном мозге поднимается давление для того, чтобы увеличить выпад жидкости, и происходит такое физиологическое промывание головного мозга. И есть такое понятие, что на утро после того, как человек употребил алкоголь, он буквально мочится клетками своего головного мозга. И из-за того, что очень много жидкости притекает в головной мозг, человек тоже испытывает вот эту жажду. Следующее состояние тоже многие наверняка уже наблюдали или знаете. Это беспробудный сон пьяного человека. Вот совершенно невозможно его разбудить. На самом деле это не физиологический сон, не тот сон, который приносит восстановление нашему организму, который приносит оздоровление нашему организму, а это наркотический алкогольный сон, который по своей сути напоминает потерю сознания или алкогольную кому. Это тоже защитный механизм нашего организма. Дело в том, что когда головной мозг голодает, испытывает кислородное голодание, бодрствующий организм не может дышать. И человек просто может погибнуть. И поэтому организм отрубает сознание. Человек теряет сознание, впадает в эту алкогольную кому, и тем самым замедляются вот эти метаболические процессы. И, в общем-то, человек дышит поверхностно, и тем самым как бы спасается человеческая жизнь. Вот такие, состояния приводит после употребления любого алкогольного изделия. Понятно, чем больше был градус, тем больше была доза, тем более выраженные будут эти изменения. И тоже многие, наверное, наблюдали, когда человек выпивает, когда у него поднимается настроение, у него краснеет нос, уши, шея, да и вообще лицо наливается кровью. А это ведь ничто иное, как микроинсульты, да, повреждение мелких капилляров. И причем нарушение вот такого кровоснабжения происходит не только на коже, который мы видим, но такие же нарушения происходят и внутри нашего организма, во всех органах нашего тела. Так, слайд, пожалуйста, 6. Вторая мишень, которая всегда повреждается при употреблении любого раствора алкоголя в любой дозе, это наши половые клетки.
И причем не обязательно когда не обязательно повреждение зародыша будет, когда принимает беременная женщина алкоголь, повреждение яйцеклетки женской, да и мужских клеток, половых клеток и сперматозоидов может произойти и до беременности. И вот эти изменения, которые произошли, они сохраняются. И если эта клетка не погибает, половая клетка, в ней происходят такие изменения, то есть эта клетка становится больной, и в будущем из этой клетки может развиться больной плод, и родится больной ребенок. Но чаще всего это бывают врожденные пороки развития. Так, слайд 7, пожалуйста. И во многих отечественных и зарубежных исследованиях говорится о том, что алкоголь оказывает очень сильное мутагенное действие. Он вызывает мутации именно вот в половых клетках. И наш выдающийся ученый Федор Григорьевич Чулков, о котором я говорила на прошлом уроке, говорил, что 96% повреждения генофонда происходит из-за алкоголя и табака. И действительно, по зарубежным исследованиям мы видим, что при генетическом исследовании абортированного материала в 95% случаев находят мутации, несовместимые с жизнью. И поэтому происходят самопроизвольные выкидыши. Вот такое, значит, грозное, вот такую опасность представляет собой этот яд, этиловый спирт. Следующий слайд, пожалуйста. Это алкогольный синдром плода. Причем этот синдром плода алкогольный может возникнуть, если женщина принимала алкоголь не только во время беременности, но еще до беременности, когда была повреждена яйцеклетка. Ребенок уже рождается с этими повреждениями, и эти повреждения психофизического характера остаются с ним на всю жизнь. Эти дети очень узнаваемы и очень похожи друг на друга. Абсолютно любой национальности, любой расы. И первое, что бросается в глаза, эти дети очень маленького роста, маленького веса, дефицит веса наблюдается, и они имеют такие характерные лицевые аномалии. Да, но в целом вот такие некрасивые дети получаются. Кроме этого, у них может быть умственная отсталость разной степени. Эти дети с трудом обучаются по обычной программе. И, как правило, такие дети обучаются в специальных коррекционных школах. Так, эти дети... У них может быть подверженность к асоциальному поведению. Такие люди не отдают последствия своим действиям. И Геннадий Андреевич Шичко называл вот таких людей матебренниками. То есть люди, которые несут бремя, взяли бремя от своей матери, которая употребляла алкоголь до или во время беременности. Как правило, такие люди очень быстро, если они начинают употреблять алкоголь, очень быстро спиваются, буквально за пару лет, потому что у них произошла поломка генетического аппарата. Так, 9 слайд, пожалуйста. И по данным отечественной медицинской литературы, сегодня от 20 до 40 супружеских пар являются бесплодными. И причем здесь как бы вина как женщин, так и мужчин. И бесплодие здесь может быть как первичное, так и вторичное.
Эта проблема у нас стоит очень остро в Российской Федерации. И с 2013 года экстракорпоральное оплодотворение. Так, мы скоро прервемся на рекламу. Оставайтесь с нами, мы вернемся. Мы продолжаем передачу. Экстракорпоральное оплодотворение – это когда мы получаем ребенка в пробирке. Цель экстракорпорального оплодотворения – это рождение ребенка. И есть научные данные о том, что если женщина употребляет алкоголь, то это приводит к снижению овуляции, то есть созревание яйцеклеток снижает на 13%. А если употребление алкоголя идет уже во время процедуры оплодотворения, то здесь в 16% уже идет уровень рождаемости. И так как эта проблема стала очень насущной, с 2013 года ЭКО входит в программу обязательного медицинского страхования, делается для населения нашей страны бесплатно. И, конечно, потребление алкоголя, табакокурения, другие нездоровые привычки, как нездоровое питание, хронический недосып, малоподвижный образ жизни, хронические стрессы, это все приводят в том числе и к бесплодию. И отмечаю также отдаленные последствия. Пьющие и курящие матери повзрослевших дочерей, то есть пьющие и курящие матери могут повредить своим внукам. Потому что когда развивается плод женского пола, то яйцеклетки закладываются уже внутриутробно. И если женщина во время беременности травит себя алкоголем или табаком, то ее половые клетки, яйцеклетки повреждаются, и повреждаются яйцеклетки еще нерожденной дочери. И поэтому здесь как русская рулетка. Возможно, порог развития, который появится у внука, может быть и вот этим случаем употребления алкоголя бабушкой. Видите, какие отдаленные последствия имеет потребление этого яда. Так, 10-й слайд, пожалуйста. Печень. Печень – это такая большая, это самый большой орган нашего тела. Да? И печень является такой биохимической лабораторией, главным обеззараживающим органом нашего тела. Через печень проходит кровь, и все, что плохое пропало в кровь, все продукты распада, лекарственные средства, какие-то токсины, они все обезвреживаются в печени. И когда алкоголь поступает в кровеносное русло, проходит через печень, происходит два этапа обезвреживания алкоголя. И, кстати, вот эти два этапа, они предопределены генетически. На прошлом занятии я говорила, что у азиатов, у нас, у северян в том числе, генетически очень быстро работает первый этап. Это очень активный фермент алкоголь-дегидрогеназа. Он очень быстро переводит алкоголь в токсичную форму ацетальдегид. Ацетальдегид в 30 раз токсичнее, чем алкоголь. Но это просто убийственное вещество. И второй этап генетически у нас замедлен. Из-за того, что активность фермента ацетальдегидрогеназы
снижена. И выведение вот этого токсичного ацеталальдегида, он замедленный, очень медленно выводится из нашего организма. Ацеталальдегид повреждает клетки печени. Это главные убийцы клеток печени. Они повреждают митохондрии. Это главные электростанции любой клетки. В митохондриях перерабатывается жир, который поступает в клетки печени, и из нее образуется энергия, необходимая для нашей жизнедеятельности. Это в норме. Но когда у нас повреждаются митохондрии, клетки печени начинают очень активно накапливать этот жир. И происходит такое ожирение клеток печени. Уже такая клетка, которая полностью заполнена жиром, она уже перестает выполнять свои обеззараживающие функции. И постепенно вот это состояние ожирения печени называется жировая дистрофия печени. Постепенно вот эти клетки замещаются, соединительные ткани, происходит фиброз печени, а потом они сморщивается печень, и появляется цирроз, сморщенная печень, и человек уже на стадии цирроза, он не может обеззараживать токсичные вещества, и человек может умереть от самоинтоксикации. Вот что делает алкоголь с нашей печенью, очень важным органом нашего тела. Кроме того, такие больные клетки печени, они начинают плохо обеззараживать лекарственные препараты, другие продукты распада, обмена веществ, какие-то другие токсины, продукты жизнедеятельности нашего организма, гормоны и так далее. И все это только усиливает разрушение печени. Следующий, пожалуйста, слайд. Желудочно-кишечный тракт – это, в общем-то, первая система, которая сталкивается с алкоголем. Буквально в ротовой полости, где у нас есть слизистая оболочка, далее пищевод, далее желудок. При попадании раствора алкоголя наша слизистая получает сильнейший химический ожог. Это проявляется такой отечностью, рыхлости слизистой оболочки. И при систематическом потреблении, ученые уже доказали, что для того, чтобы повреждались внутренние органы, не обязательно быть злостным потребителем алкоголя, не обязательно доводить себя до алкоголизма. Да? При любом вот таком систематическом кратковременном употреблении этого яда происходят вот эти изменения, о которых я рассказываю. И таким образом алкоголь вызывает химический ожог всех слизистых желудочно-кишечного тракта. Через некоторое время алкоголь вызывает изъязвление желудка, 12-перстной кишки, то есть появляются язвы. И восстановление вообще вот слизистой оболочки – это очень длительный, трудоемкий процесс. И если человек не прекращает принимать этот яд, то это чревато прободением язвы, перитонитом, и смертью. Также алкоголь разрушает поджелудочную железу. Практически поджелудочная железа начинает сам себя переваривать. Да? Происходит некроз поджелудочной железы, который же опять может привести к перитониту и гибели человека, если не была оказана своевременная помощь. Вот такие, в общем-то, очень серьезные последствия для нашего желудочно-кишечного тракта. Не говоря о том, что нарушаются процессы всасывания питательных веществ.
таких как белки, жиры, углеводы, витамины, минералы. Человек недополучает эти питательные вещества. И это тоже оказывает такое вредное действие на алкоголизм, на наш организм. 12 слайд, пожалуйста. Очень много сейчас мифов, где говорится о том, что натуральное красное вино содержит очень хорошее биологически активное вещество, антиоксидант, ресвератрол, что в натуральном пиве содержатся пивные дрожжи, которые богаты витаминами группы В и так далее. Но важно понимать, что какими бы позитивными влияниями не обладали отдельно вот эти биологически активные вещества, но когда они идут вместе с этиловым спиртом, алкоголь перечеркивает все их полезные свойства. Поэтому я думаю, что мы развенчали этот миф. 13 слайд, пожалуйста. Реалии современного мира или образа жизни, к сожалению, таковы, что мы видим у 70% взрослого населения употребление алкоголя, у 40% населения это самоотравление табаком. К этому мы еще добавляем нездоровое питание, добавляется хронический недосып, добавляется хронический стресс. И вот эти все повреждающие факторы, они все вместе приводят к такому явлению, как биологическая поколенческая деградация. Следующий слайд, пожалуйста. Или вырождение. Вот этот закон вырождения был открыт еще в середине XIX века. Французским психиатром Морель, который наблюдал за одним родом, состоящим из 4 поколений. И он видел, и главное его открытие заключается в том, что если из поколения в поколение действует какой-то один повреждающий фактор, будь то отравление алкоголем, табаком, другими наркотиками, отравление недоброкачественной едой, отравление токсическими ядами каких-то патогенных бактерий, то это приводит к вырождению рода. Каждое последующее поколение становится слабее здоровьем. И сегодня мы видим вырождение. В чем же оно проявляется? Как я уже сказала, это бесплодие. Это нарастание количества детей с аутизмом, расстройством аутистического спектра. Это маловесные дети. Здесь идет не только задержка физического развития, но идет еще грубейшая задержка психоневрологического развития и моторного развития. Также мы видим ожирение, сахарный диабет, рост аутоиммунных и онкологических заболеваний. Видим слабость надпочечников, это неврозы, это панические атаки, это стрессы и нарушение привычных ролей. Маскулинизация женщин, феминизация мужчин. И, как уже сказала, главной причиной является отравление организма. Сегодня мы это называем митохондриальной дисфункцией. Вот что делать? А выход есть. Следующий слайд, пожалуйста. Выход нам указал еще в далекие 90-е годы наш первый президент Михаил Ефимович Николаев. Как раз сегодня его день рождения, и очень знаменательно, что вот наше занятие совпало с этим днем. Он еще тогда, в 90-е годы, увидел, что идет вырождение населения
нашей Якутии и создал департамент по охране генофонда народов Якутии, главной целью которой было обеспечение генетического, духовного, нравственного благополучия населения народов Якутии, которое бы гарантировало физическое и психическое здоровье нынешнего поколения и будущих граждан нашей республики. Смотрите, какие далеко идущие цели. И была принята впервые тогда в современной России была принята государственная программа по охране, по защите генофонда народов, которая ставила 4 задачи. Это обеспечение воспроизводства генетически здорового потомства, о чем мы говорили сегодня. Это выявление таких повреждающих факторов окружающей среды на здоровье. Это снижение потребления алкоголя, табака и здоровый образ жизни. И как раз здоровый образ жизни и изменение именно образа жизни в сторону здорового образа жизни может помочь нам сегодня сохранить свое здоровье, сохранить здоровье наших детей и для будущих потомков. Это трезвость, свобода от любых самоотравлений. Это здоровое питание, которое должно придерживаться климатогеографических и генетических условий. То есть все-таки у нас должен быть белково такой липидный тип питания с большим количеством растительной пищи, как было у наших предков. Это и питьевой режим. Мы должны пить достаточное количество воды. Это и физическая активность, соизмеримо возрасту и индивидуальным особенностям каждого человека. Ну и это управление стрессом. Управление стрессом. И когда у нас есть режим дня, сна, отдыха согласно нашим биоритмам, когда у нас есть здоровое питание, мы ликвидируем дефициты разных витаминов, микроэлементов, которые усугубляют стресс, то есть усугубляют вот эту ситуацию, стрессовую ситуацию. И только придя к здоровому образу жизни, о чем говорил наш первый президент Михаил Ефимович Николаев, мы можем сохранить здоровье, сохранить генофонд народов нашей республики, сохранить будущее. И мы уже заканчиваем, поэтому я хочу пожелать всем вам крепкого здоровья, трезвости, крепкого здоровья, осознанности. И для тех, кто хочет перейти на здоровое питание, изменить привычки, изменить образ жизни, пожалуйста, можете писать по телефону 8 924 167 12 35, чтобы попасть на курсы по формированию здоровых привычек. Спасибо за внимание.